Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 11 октября в Абхазии отмечают День вооруженных сил республики. 27 лет назад, 11 октября 1992 года, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. В честь этой даты в Министерстве обороны прошло торжественное собрание с участием президента Рауля Хаджимба и спикера Народного собрания Валерия Кварчия. По традиции, торжественное мероприятие по случаю создания Вооруженных сил Республики Абхазия началось с возложения венков к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Ишера и к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы в Сухуме. Затем в Министерстве обороны состоялось торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине со дня создания Вооруженных сил Республики Абхазия. Исполняющий обязанности министра обороны Мираб Кишмария поздравил военнослужащих с праздничной датой. Глава оборонного ведомства отметил, что Вооруженные силы Абхазии, формируясь в ходе Отечественной войны 1992-1993 годов, прошли через сложный путь становления. Мираб Кишмария особо подчеркнул роль первого президента Владислава Ардзинба и первых военачальников в создании абхазской армии. Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. В этот день мы отдаем дан уважения мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь служению Абхазии. Светлую благодарную память храним в выдающихся сынах Абхазии. Владиславе Ардзинба, под руководством которого Вооруженные силы Абхазии нанесли сокрушительное поражение грузинским оккупационным войскам. Сергей Багапш, при котором Абхазия обрела международное признание. В памяти навсегда останутся подвиги талантливых абхазских военачальников. Султана Сосналева, Сергея Дбар, Владимира Аршба, Муши Хварцка, Фридона Авизба, Геннадия и Олега Чамба, Владимира Анцупова, Геннадия Карданова, Даура и Аслана Зантария и многих других. С праздником военнослужащих поздравил президент, главнокомандующий Рауль Хаджимба. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Абхазии были и остаются гарантом национальной безопасности. Укрепление армии и ее оснащение современным вооружением в приоритете у государства. Я искренне поздравляю вас с этим знаменательным днем. Для нас очень важно начать активную работу по модернизации нашей армии. Сами мы многое что сделали за этот период. Мы на сегодняшний день одна из самых мобильных армий. Жизнь показала, что мы умеем воевать, что мы можем создавать возможности для того, чтобы не допустить прохождения противника на нашу территорию. И мы не раз это доказывали. Сегодня есть другая уже задача. Армию надо оснащать современным вооружением. Создавать условия проживания наших военнослужащих, создавать условия для того, чтобы то, что есть в арсенале абхазской армии, было бы сохранено и приумножено. В этом нам как раз-таки способствуют российские военнослужащие, сама Россия. И мы сделать все должны так, чтобы с достоинством перенять все то, что нам дают в качестве и военной, и финансовой помощи. Спасибо вам еще раз за вашу службу. Приказом генерала армии Мираба Кишмария группе военнослужащих были присвоены очередные воинские звания. Также состоялось награждение ведомственными медалями и грамотами, отличившихся в службе офицеров и курсантов. С 27-й годовщиной создания Вооруженных сил Абхазии военнослужащих поздравил и исполняющий обязанности министра внутренних дел Гарри Аршба. Я уверен в том, что наши войска, наши вооруженные силы готовы на сегодняшний день защищать нашу Родину, защищать наши рубежи, наше государство, которое веками вкладывалось, которое веками создавалось нашими предками. И на сегодняшний день вы достойно несете эту службу от всей души. Успехов, профессионального вам роста. Сегодня Вооруженные силы Республики Абхазия твердо и самоотверженно стоят на страже национальных интересов нашей страны. Они располагают большими возможностями для защиты целостности и безопасности государства. Это мобильные, оснащенные эффективные подразделения, способные успешно противостоять противнику. Аля Катрапш, Дэвид Анкваб, Томас Чиковани. Абхазское телевидение.
11 октября с рабочим визитом в республику прибыла делегация Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по обороне и безопасности. Состоялась встреча членов делегации с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. Глава государства поприветствовал гостей и отметил значимость сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в сфере обороны. В свою очередь, руководитель делегации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин отметил доброжелательность населения к российским военнослужащим и поддержку со стороны руководства Абхазии. Мир остается достаточно сложным. Те трудные процессы, которые имеют место и вокруг России, несомненно сказываются и на нас, и даже еще больше, потому что мы небольшое государство. Все те усилия, которые прилагаем по выстраиванию отношений с Россией, мы уверены, дадут тот положительный результат, который нацелен на повышение обороноспособности, создание условий для того, чтобы и наши совместные мероприятия были бы на том уровне, которые будут свидетельствовать не просто о нашем сотрудничестве, но о нашей готовности отразить любое действие, которое будет противостоять нашим государствам. Мы посетили и базу военную 7-ю, и пограничное управление были. Самое главное, встретились с военнослужащими, поняли, что у них хорошая социальная защищенность. Они окружены заботой и вниманием не только командиров своих, но чувствуют поддержку и, самое главное, доброжелательность населения Абхазии, властей, хорошее взаимодействие с силовыми структурами. Для нас это очень важно и очень приятно все это видеть и слышать. Делегацию с Федерального собрания России принимали и в Народном собрании Абхазии. С членами Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности встретился спикер Валерий Кварчия. Репортаж Амелии Бисмарк. Большое внимание в Абхазии уделяется вопросам обороны. Ряд профильных проектов осуществляются в рамках договора и ряда соглашений с Российской Федерацией. Данная работа требует постоянного взаимодействия между специалистами двух стран. Для продолжения эффективной деятельности внимание уделяется и вопросам урегулирования законодательной базы. Сегодня очередной праздник у нас. День Вооруженных сил Республики Абхазия. 27-я годовщина образования Министерства обороны. Ваш приезд, с этим совпало, мы рады. Конечно, хотелось бы, чтобы мы чаще встречались. Все равно у нас есть такие тесные отношения. Мы ставим курс наших дел всегда. Российские депутаты прибыли в республику в рамках работы осенней сессии Совета Федерации. Согласно плану, состоится ряд встреч с руководством Абхазии. Мы очень уважаем Абхазию как независимую республику, народ Абхазии, мужественный, героический. Соответствующим образом относимся, поэтому со всем уважением прибыли к вам. Межпарламентское сотрудничество – одно из важнейших направлений стратегического партнерства, тем более, что Абхазию и Россию связывает общее историческое прошлое. Форма взаимодействия представительских органов позволяет лучше познакомиться с жителями региона, больше общаясь с народными избранниками. Цель нашего визита – это, конечно же, ближайшее знакомство с вами. Почему? Потому что наш комитет занимается вопросами, как раз связанными с военным строительством, в том числе и военно-технического, международного сотрудничества. И понятно то, что все те договоры и соглашения, которые требуют ратификации в Федеральном собрании, связаны именно этих областей сотрудничества, они проходят обязательно через наш комитет. В рамках визита представители профильного комитета посетили военные базы Министерства обороны России, расположенные в Абхазии. У нас была достаточно серьезная встреча и разговор с коллективами пограничного управления по республике Абхазия, были на военной базе и дивизионе сторожевых котировок. От обороноспособности государства во многом зависит и его экономическое развитие. И, как было отмечено на встрече, учитывая, что туристическая сфера – одна из важнейших отраслей экономики Абхазии, в этом свете вопрос безопасности имеет особую актуальность. Амелия Бисмарк, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям в течение последних суток ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Российского туриста смыло водой при форсировании реки Кодор в районе села Джампал Гуларыбского района. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможным. Они с трудом самостоятельно выбрались на берег, а 20-летнего Тимура Дзиидова унесло вниз по течению. Несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха Апсны Эдвенчер.
Спасатели получили сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут. К поисковой операции были подключены 2 спасательные машины «Газель», 15 человек личного состава, а также вертолет Ми-2 МЧС Абхазии. Спасатели прибыли поздно ночью на базу отдыха, где до их приезда уже была предпринята попытка организовать поиски силами самих туристов. Оговаривались детали происшествия, устанавливалось точное место форсирования реки, намечались наиболее оптимальные маршруты поиска. Которые к основному здесь необходимы. Там оставлять на берегах оставлять не будем никого. Просто останавливаться на каждой отмели, здесь на отмели, здесь на отмели. Надо веревки взять, чтобы... Есть первый выход, можно будет выйти на берег только в биноклере. Но есть выход, в смысле, на лодке. Мы сможем дойти до впадения реки в море. Вот эта дорога идет вдоль берега, и она подходит к Кодору, здесь, где начинается ущелье. Вот как ущелье только закончилось, вот тут можно подъехать к берегу. Спасателями было принято решение утром начать сплав по Кодору на надувных лодках-рафтах. Лодку, все необходимое снаряжение для сплава, а также наиболее опытных рафтингистов от себя делегировала база отдыха Upsnade Venture. На рассвете поисковая группа начала сплав. Помимо речки еще подсматривает, не под скалки, где-нибудь под деревья, мало ли, может, вышел, сидит. Потом вот там вот за камнем начало крутить первый раз. Вот за этим или за большим? Нет, наверное, за... Каждый поворот реки, затон, водоворот на пути сплава были тщательно исследованы, при том, что вода в реке была очень мутной из-за проливных дождей в верховьях Кодора. Так что работа водолазов была крайне затруднена. Поиски велись и с воздуха на вертолете. Поисковая группа сплавилась вниз по течению Кодора на 15 километров. Однако, кроме спасательного жилета, в котором унесло российского туриста, обнаружить пока ничего не удалось. По словам руководства спасательного ведомства страны, поисковая операция на Кодоре будет продолжена. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия завершилась первая научная конференция аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь. Актуальные проблемы абхазоведения», посвященная 20-летию акта о государственной независимости Республики Абхазия. На итоговом пленарном заседании побывала и наша съемочная группа. Репортаж на Лыкове. Развитие абхазского языка, внешнеполитическая деятельность республики, некоторые итоги историко-культурного исследования Великой Абхазской стены, культурные связи Древней Абхазии с внешним миром, возникновение и роль монастырей в Абхазии в XIX веке. На эти и другие не менее интересные темы были заслушаны доклады на первой научной конференции молодых ученых и аспирантов АГУ. Доклад на тему «Современные международные отношения. Основные тенденции» представила кандидат исторических наук Илана Эшба. Я считаю, что это вообще очень хорошее начинание, потому что молодые ученые, может быть, не столько имеют опыта по сравнению со своими более старшими коллегами, но тем не менее очень такой настоящий интерес и запал. И это, конечно, позволяет сделать, может быть, и не открытия какие-то, но внести свою существенную лепту в изучение тех или иных процессов. Радует то, что заседание прошло практически в виде дискуссии. Молодые ученые, помимо подготовки интересных докладов, живо интересовались темами коллег. После каждого выступления задавали вопросы, давали комментарии. Молодой археолог Шандар Кайтан представил на конференции свою работу – доклад о Великой Абхазской стене. Это совместно с Дмитрием Авидзбой, Дмитрием Счастным. Мы рассказали о наших исследованиях, которые проводили мы проходили Великую Абхазскую стену. Первый этап нами пройден. Финансировалась работа, именно научная работа фонда Амшра. Тоже хочется сказать им огромное спасибо.
И результаты этого первого этапа стали основной частью, вошли в наш доклад. Привлечение молодежи в область научных исследований – одна из приоритетных задач Абхазского института гуманитарных исследований. Цель данной конференции – обмен опытом между молодыми учеными – достигнута. Конференция прошла, с моей точки зрения, очень плодотворно, успешно. Были заслушаны свыше 30 докладов. И были доклады совершенно на разную тематику. Я хочу особенно отметить доклад, сделанный молодыми археологами Шандором Кайтан и Дмитрием Авицба. А также интересные доклады были и на секции «Язык, литература и фольклор». Первая научная конференция аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь. Актуальные проблемы абхазоведения», посвященная 20-летию акта о государственной независимости Республики Абхазия, завершилась. По итогам конференции была принята резолюция и создан оргкомитет Совета молодых ученых Абхазии. На Алакове, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В пресс-центре Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса прошла конференция, посвященная культурно-спортивному фестивалю «Абаза», который впервые пройдет в Абхазии. Вместе с ВАК организатором фестиваля выступило Международное объединение содействия развитию абазина абхазского этноса Алашара. Кроме того, мероприятие поддержало Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту, Абхазский государственный музей. Репортаж Эсмы Голанзе. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза», инициированный Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом, пройдет в Абхазии с 16 по 18 октября. Выступая перед участниками пресс-конференции, руководитель аппарата конгресса Кантани отметил, что импульсом к проведению фестиваля послужил успешный опыт АНО «Алашара» в Карачаево-Черкесии. На протяжении уже 6 лет ассоциация проводит подобный фестиваль в Черкесске, и он пользуется большой популярностью. В этом году мероприятие впервые пройдет в Абхазии. У Мусыха Балича Экзекова возникла идея и необходимость сплочения абазин, которые проживают в Карачаево-Черкесии. Так ему пришла идея создания фестиваля. Таким образом и появился фестиваль, первый фестиваль «Абаза» в 2013 году. И, честно говоря, первые 2 года не так много людей отреагировали на его призыв к сплочению, к тому, чтобы показать через спорт и культуру наши традиции, наши обычаи. Вот уже прошло 6 лет с того момента, и самый последний фестиваль, который прошел в июле месяце 2019 года, собрал уже в общей сложности за 3 дня около 2500 человек. Буквально пару лет назад Мусеху Баличу поступила такая просьба организовать подобный фестиваль в Абхазии. В этом году общими усилиями получилось подготовиться к проведению первого культурно-спортивного фестиваля «Абаза» в Апсны. Фестиваль пройдет под девизом «Единство через культуру и спорт» и будет состоять из 2 частей – спортивной и культурно-исторической. Главной составляющей является идея сплочения абхазо-абазинского народа. И мы решили реализовать эту идею через призму нашей общей истории. Именно поэтому в фокусе внимания фестиваля так много этнографических и исторических материалов. Мы хотим продемонстрировать общность нашей культуры, общность наших материальных ценностей, параллельность развития наших этнических корней. Именно для того, чтобы мы понимали, кем мы являемся сегодня, нам нужно широко рассказать и осознать, кем мы были в прошлом. Спортивная часть фестиваля откроется 16 октября в Гудауте, где пройдет турнир по вольной борьбе за кубок председателя Высшего совета Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Экзекова. Турнир будет проходить 2 дня. В нем примут участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карачаево-Черкесии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии и Абхазии. У нас турнир проводится 2 возраста. Потому что кадеты – это и юноши. Кадеты где-то 17-18 лет, а юноши, младшие юноши 15-16 лет. А количество людей около 200-250 участников. Все эти дети, которые выиграли турниры на международном уровне.
18 октября фестиваль переместится в Сухум на набережную Махаджиров и продолжится культурной программой, которая обещает быть интересной и насыщенной. В программе мероприятий театрализованная постановка абазинского традиционного привода невесты, знакомство с историей через совместную экспозицию Абхазского государственного музея и музея артефактов Абазашта, праздничный концерт с участием абхазских и абазинских музыкальных коллективов. Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать блюда традиционной абазинской кухни. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня в Сухуме простились с Вадимом Владимировичем Черкезия. Вадим Черкезия многие годы проработал заместителем главы администрации города Сухум. С 2003 года и до последних дней жизни был членом правления торгово-промышленной палаты Абхазии. Зарекомендовал себя как профессионал и ответственный предприниматель. Был добрым и отзывчивым человеком. Старался помочь каждому, кому была необходима поддержка. Он мог еще так много сделать, но тяжелая болезнь и безвременная кончина не позволили осуществиться многим его планам. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Очень печальный день сегодня для друзей, товарищей, сослуживцев Вадим Владимирович. Он всегда активно участвовал во всех делах торгово-промышленной палаты, принимал участие в зарубежных выставках, во всех делах торгово-промышленной палаты. И сегодня коллектив торгово-промышленной палаты с большой болью воспринял его уход преждевременный. Мы чтим его память. И сегодня, прощаясь с ним, хочу сказать о том, что члены торгово-промышленной палаты, сотрудники аппарата всегда будут с большой теплотой его вспоминать. Конечно, он в памяти остался очень таким справедливым. Большое внимание обращал молодым семьям, многодетным семьям. Самая такая черта, я считаю, что он помогал именно неимущим. Очень жалел молодые семьи. Вот, конечно, светлая память, не знаю, очень трудно о нем говорить. Очень справедливый был человек, теплый, очень был такой вот руководитель. Мы его таким запомнили все. Наши выпуски новостей в последнее время не обходятся без репортажей о проблеме водоснабжения в столице. Если буквально вчера на улицах Академика Сахарова, Когония, Марухская и Басария были проведены ремонтные работы по замене водопроводных труб, то сегодня специалисты ремонтно-строительного управления администрации столицы уже работали на улице Аяйра. Все дело в том, что в ночь на 11 октября прямо перед детским садом Апра прорвало водопроводную трубу, и вода хлынула во двор детсада. Специалисты обещали устранить утечку до конца дня. Утром мы приступили к работам, до сих пор ведем. Пришлось приостановить воду в городе, чтобы устранить эту аварию. Но я думаю, где-то через часа два мы уже подадим воду, устраним эту утечку. Если надо будет менять трубу, значит заменим. Если нет, так значит подлатаем. Вопрос будет решен сегодня. 12 октября на исторической поляне села Лохны Гудаутского района состоится праздник Лохнашта. Все села района представят на импровизированных двориках щедрые дары осени, а народные умельцы – свои работы. Ожидается, что праздник посетит президент. В программе мероприятия также соревнования по традиционным народным видам спорта, скачки на различные дистанции, конно-спортивные игры. Начнутся народные гуляния в 11 часов. Ну, а сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу с ночи и до полудня умеренный и ливневый дождь с грозой. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 18-23 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.